кузница кадров и талантов, место, где далекое прошлое стало надежным фундаментом для настоящего и будущего, где вековой реликтовый сосновый бор соседствует с современными технологиями ведения хозяйства, многовековые традиции легко уживаются с динамичной современной культурой и стремительным ритмом жизни. А многонациональный народ, как одна большая семья, с радушием и светлой душой принимает каждого гостя. Встречайте! Илишевский район, северо-западные врата Башкортостана, 22 сельских поселения, объединяющие 87 населенных пунктов, около 200 тысяч гектаров земли, более 33 тысяч человек. Районный центр – село Верхнее Иркеево, удобно расположен на пересечении автомагистрали федерального значения Уфа-Казань. Возвышенные чувства переживает, пожалуй, каждый, кто видит илишевскую природу. Она поражает воображение своим разнообразием и обладает какой-то магической силой притяжения. По территории района на расстоянии 31 километра протекает река Белая, по-нашему Агидель, со своими притоками Базы и Сюнь. В них впадают десятки малых рек и речушек. Огромную зеркальную площадь образуют искусственные пруды. Гордостью района являются уникальные памятники природы, изумительное озеро Татыш, реликтовый сосновый бор с растущими в нем редчайшими представителями фауны, обнажение глинистых пород с отпечатками рыб плеоценовой эпохи, обнаруженные близ деревни Чуй-Атасева. Будучи уникальным по своей природе, устойчивым и крепким по своему социально-экономическому развитию регионом Республики Башкортостан, Илишевский район является домом для представителей более 20 различных национальностей. Многонациональность и многообразие культур – все это уникальное достояние района. Башкиры, русские, татары, марийцы, удмурты и многие другие народы живут здесь в дружбе и гармонии. Илишевская земля взрастила много известных и талантливых людей, которые прославили ее на всю республику и на всю страну. С самого момента образования района илишевцы, являясь истинными патриотами, самоотверженно трудились во имя своей малой родины, из года в год прославляя ее своими достижениями, проявили героизм и стойкость на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Илиш – родина известных общественных и государственных деятелей, выдающихся ученых и врачей, талантливых поэтов и писателей, артистов и композиторов, внесших неоценимый вклад в развитие района и республики. Опираясь на свое богатое прошлое, илишевцы ежедневным упорным трудом строят свое настоящее, с уверенностью смотрят в будущее. Все они трудятся в различных отраслях производства, укрепляют экономический потенциал и способствуют процветанию района. Земля хлеборобов. Испокон веков люди здесь поклоняются хлебу, а их главным кормильцем была и остается благодатная плодородная земля, на которой живет
и трудится гостеприимный, скромный, дружный и трудолюбивый народ. Труженики села заняты благородным делом, выращиванием хлеба, производством молока и мяса. Сегодня 12 предприятий агропромышленного комплекса, а также многочисленные крестьянско-фермерские хозяйства выращивают зерновые и зернобобовые культуры на площади 98 тысяч гектаров. В урожайные годы валовой сбор зерна достигает более 150 тысяч тонн. В таких хозяйствах, как общество «Племзавод Урожай», общество «Урал», крестьянско-фермерские хозяйства Эльмира Ихсанова, Гельмяна Ганединова, Ильдара Ялалова, урожайность достигает 25, 30 и более центнеров с гектара. В последние десятилетия в целях повышения урожайности полей илишевские аграрии обращают серьезное внимание на качественное закладывание семенного материала. 10 хозяйств занимаются производством элитных семян. Сегодня в районе культивируются такие высокоурожайные и устойчивые к различным погодным условиям сорта озимой пшеницы «Башкирская 11», «Фатинья», яровой пшеницы «Архат», «Ульяновская 105», озимой ржи памяти Кунакбаева, сорта ячменя «Саши» и памяти Чепелева, гречихи «Илишевская», рапса «Юбилейный», «Купол» и другие. Не каждый в наше время задумывается о том, что хлеб, прежде чем оказаться на обеденном столе, проходит долгий путь. До того, как семена дадут хорошие всходы, необходимо как следует подготовить почву, своевременно провести важнейшие агрономические мероприятия: закрытие влаги, культивацию, посев, прикатывание, подкормку минеральными и органическими удобрениями, обеспечить защиту посевов от всевозможных вредителей и болезней. За всем этим стоит самоотверженный труд скромного крестьянина, который от зари и до глубокой ночи, до седьмого пота трудится на своей родной земле. А когда зрелые колоски своим золотым отливом призовут хлебороба вновь на поля, начинается настоящая битва за хлеб, битва за благополучие. Бесценные зерна, бережно собранные с полей, отправляются в амбары, а дальше в Илишевский элеватор. Отсюда речным транспортом илишевский хлеб отправляется в порты различных городов нашей страны. А в скором времени, после углубления реки Белой, Илишевский район начнет поставлять зерно в Иран, Турцию, государства Прибалтики и другие страны. Хлеб – мерило всех ценностей, источник жизни, труда, благополучия и радости. Хлебом и солью встречают гостей. С куска пышного каравая начинается у нас жизнь каждой новой семьи. И пока живы на земле наши хлеборобы с золотыми руками, страна наша будет процветать, а люди будут жить в благополучии и достатке.